Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня погадаем на вас и узнаем, чем вы привлекаете мужчин, ваши особенности, ваши сильные стороны, ну и что с этим всем делать, как этим правильно распорядиться, как этим пользоваться. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я думаю, все уже настроились. Я выбираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Итак, пусть высшие силы но вы просто Афродита, что тут скажешь? Смотрите, это вы. Да, и вы вот в таком огромном сердце. Девочки, я хочу, чтобы вы для себя вот четко знали и понимали. У вас по судьбе идет два мужчины, которые будут любить вас больше жизни. Вы для этих мужчин, для двоих идете вот прям роковой женщиной, вот красная нить через всю судьбу. Это вы. У кого-то эти мужчинки уже встретились, у кого-то, может быть, один встретился, второй еще впереди, а у кого-то и один, и второй в будущем, да, как в перспективе. Ну, давайте теперь по вам. Вот мне не очень нравится, вернее, даже непонятно, да, почему вы должны скрывать свои какие-то интеллектуальные способности. Почему-то вы очень умная женщина, очень умная, обаятельная, умная, высокий уровень IQ, плюс еще интуиция очень хорошая. Но при этом вот в повседневной жизни вы вынуждены как будто бы масочку одевать. Ну, типа, я просто женщина, она такая легкая, веселая, да, не обремененная интеллектом и прочее. Может быть, вы работаете среди мужчин, и вам так легче, да, добиваться своего. А может быть, по жизни, да, вот как-то так получилось, что вы понимаете, что умных женщин, ну, скажем так, мягко недолюбливают. Мне на самом деле интересно вот именно ваши мысли. Если хотите, напишите, пожалуйста, в комментариях, почему вы вынуждены скрывать свои умственные способности, свою интеллектуальную развитость. Вот по какой причине? Вот прям интересно. Так, что касается вашей внешности. У вас внешность чарующая. То есть, знаете, вот есть стереотип, да, там, либо какой-то вот шаблон женской красоты. Там, чтобы, там, не знаю, там эти как углы какие-то были, да, там цвет кожи, там, размер, цвет глаз, да, там, наполненность губ и прочее. Вы в эти стандарты не вписываетесь. Вы не журнальная красавица. Но то, чем обладаете вы, это гораздо интересней и гораздо круче. Вот вы действительно, знаете, вот кто-то похож на эльфийку, да, вот прекрасную деву эльфа. Кто-то похож на, не знаю, какую-то вот заморскую царевну, какие-то у вас необычные черты лица, вот хочется всматриваться в ваше лицо. И чем больше смотришь, тем больше зачаровываешься, влюбляешься, восхищаешься. У вас есть этот момент, вы умеете гипнотизировать вот своим взглядом, либо своим каким-то вот, как бы это сказать, да, это даже не поведение, а как подачи, скорее всего, да, своей. Вот тембр вашего голоса, глубина вашего голоса, тональность, там, томный взгляд, там, какое-то вот движение головы, там, реснички, прочее. Вы понимаете, вы на мужчин действуете как удав на кроликов. Не обижайтесь, пожалуйста.
Ну да, такой вот неудачный комплимент. Но я просто пытаюсь донести то, что я вижу. Вы зачаровываете мужчин. Вот первый взгляд мужчина говорит, ну типа женщина. А вот со второго взгляда, вот как магнит, опа, вы его поймали. Ему хочется смотреть ваше лицо, ему хочется рассматривать ваши черты лица. Вот его что-то тянет, и он такой думает, ну надо рассмотреть, надо понять, что меня так притянуло, что меня так вот поразило. Вы такая красавица, которая умеет зачаровать. Кстати, себя вы красавицей не считаете. Ну, считаете, ну, такая, типа, ну, смазливая, да, не более того. Вы ошибаетесь, вы ошибаетесь. Ваша красота ценна тем, что она нетипична, нетипична, понимаете? Вы уникальны в своей красоте. Уникальны, да, ну, неповторимая красота у вас. Кстати, очень натуральная, очень естественно вы выглядите. И даже если есть какие-то изъяны, ну вот на ваш взгляд, да, то это только вы видите. Мужчины видят картинку в целом. Чудо. Передо мной чудо. Я хочу смотреть, я хочу наслаждаться, да, визуально наслаждаться, смотреть на эту женщину. Так, чем вы еще притягиваете? Вы очень смелый человек. Очень смелый. Но кого-то жизнь научила, а кто-то от рождения обладает этой смелостью, храбростью. Вы нет, вы не пойдете там биться с кем-то насмерть. Нет, это не ваш вариант. Но мужчина, да, вот есть такие ситуации, когда мужчина может испугаться, там, взять на себя ответственность, либо пойти чего-то там добиться, заступиться. А вы вот первое кинетесь, да, грудью прям на амбразуру и будете спасать, защищать, даже если против вас какие-то более превосходящие силы. Очень вы отчаянные, я бы даже сказала, в каких-то моментах. Вот, конечно же, мужчин это восхищает. Конечно же, они балдеют. С одной стороны, это восхищение, а с другой стороны, это у кого-то из мужчин отыграется как зависть. Ну, как это? Девушка, да, и такая смелая, активная, а я вот вроде здоровый шкаф, при этом кокошки у меня там свернулись, да, я испугался и убежал. Вот. Дальше, мои хорошие. Здесь воля еще у вас такая есть, воля. Вы вот себе ставите цели, ставите, и вы к ним идете. Кстати, кто-то из вас, да, вот мне идет информация, вот сама никто не помогал, из какого-то такого ужасного состояния выбралась, да, либо из каких-то проблем жутких выбралась. Либо, знаете, как женщина добилась, там, с самых низов начинала и вот карьеру сделала. Либо, может быть, бизнес там просто, ну, на какой-то, ну, как из пустого места, да, раскрутила свой бизнес. Вот. Мужчины, конечно, обожают таких женщин. Боятся их, да, но его обожают. Потому что смотрят на вас, понимают, что они не дотягивают, ну совершенно никак. Но хочется притронуться к такому чуду. В чем ваша проблема, девочки? Так в том, что вы слишком какая-то добросердечная. У вас почему-то все отношения построены, ну большинство, да, вот случаев ваших отношений, они были построены на уговорах, либо на жалости. То есть, либо вы сами себя уговаривали, ой, посмотри, какой мужчинка, либо вам было жалко мужчину, и вы как бы соглашались там пойти на свидание, либо там прогуляться, либо чтобы он вас проводил. Вот. И есть у вас такая особенность, но вы как себя заставляете, что ли, влюбляться? Это у вас такое, типа, ну, его жалко, ну, он типа неплохой, надо к нему присмотреться. А почему он мне не нравится? А у него там какие-то особенности есть, да, он там глазки красивые, там умненькие, прочее. И вы начинаете в мужчину влюбляться. И зачастую выбираете не тех. Не тех, хотя вот изначально, да, ваш интеллект вам говорит, мужчина не подходит, мужчина, ну, недостоин тебя, ну, просто тупо недостоин. А вы говорите, да ладно, жалко его. Ну что там, да, схожу с ним на свидание. А потом вы, значит, на этого мужчину залипаете, сами себя уговорили, ну типа люблю.
Вот. Мужчинка обалдел от радости, видит, что вы девушка чувствительная, видит, что вы сострадательная, эмоциональная, можно поиграть на струнах вашей души, он это делает, потом получает пинок от вас под зад, ну и успешно вылетает из вашей жизни. Вы сидите расстроенные, говорите, ну не везет с мужиками, и все. А почему не повезло? А потому что свой интеллект не послушал, разум свой не послушала. Вот и все, девочки. Так, мои хорошие, как пользоваться своим умом, своей красотой? Быть смелой, быть активной. Вам хочется чего-то необычного, экстравагантного? Ну так позвольте себе. Позвольте себе, не закрывайте себя, не прячьте себя. Вы, кстати, какая-то знатная домоседка. То есть редко вы куда-то ходите, и у вас практически невозможно куда-то вытащить. Либо в последнее время так у вас сложилось, что вы дома, да, в 4 стенах. Вам выходить в люди надо, вам нужно общаться, вам нужно быть той, кем вы рождены. А рождены вы звездочкой, очень прекрасной звездочкой. Ну так идите и светите своей красотой. Позволяйте себе лишнего. Позволяйте себе хоть иногда, там, не знаю, там, раз в месяц пойти просто вот в отрыв. Чтобы прям погулять, может быть, там, в караоке песни попеть, потанцевать. Да, позволяйте себе это. И мужчин, которые вам на жизненном пути встречаются, вы им улыбайтесь почаще. Улыбайтесь и помните, что не каждый встречный поперечный годится в мужья. Окружите себя вниманием мужчин. То есть знаете, сколько желающих вот он прям выстраиваются в очередь к вам. Желающие, да, они хотят с вами общаться. Дружить, любить, разные причины. Ну так дружите, любите. Не обязательно, да, мы с мужчиной познакомились, все, значит, как бы на брак идем. Нет. Вы можете просто пообщаться, а вы можете стать любовниками. Вы можете, не знаю, друзьями стать. Разрешите себе это общение. Вот вам как-то не хватает свободы вот именно в отношениях. Свобода. Вы очень умная девушка. Ну что ж вы так, мои хорошие? Вам вот задание идет такое: разжиться мужчинами-друзьями. Вот с кем бы вы общались. Найдите в интернете пару человек, там, на работе пару человек. Там, может быть, познакомьтесь еще с какими-то мужчинками. Просто знакомьтесь, не с какими-то там целями, планами. Да? Просто общаться, просто развиваться, не знаю, узнавать этих мужчин. То есть не ставьте себе цель на то, что там будут отношения, брак. Нет. Для удовольствия. Для удовольствия. Если честно, вот кто сейчас задался вопросом, а что же меня ждет? Ждет вас пара. Вот, пожалуйста. Вот женщина, вот мужчина. И тут как будто даже лялечка вышла маленькая. Все будет, девочки. Вы сейчас в состоянии бутона. Бутон. Вы вот, знаете, вот как бутон изнутри. Вот все вот эти лепесточки держите и не позволяете себе раскрыться. Так что не надо так делать. Это неправильно. Цветите, цветите, мои хорошие. Не для кого-то, не для мужиков, для себя цветите. И будет вам счастье, и будет вам тот, кто действительно будет вашей парой, вашей половинкой. Вы обязательно его найдете, вы обязательно его встретите. Вам, вот девочки, кто зашел, у вас очень много зашло. Я хочу, чтобы вы все знали, вот кто зашел на эту отсыпку. Вам по судьбе быть счастливой женщиной, счастливой в семье, с другом, настоящим, сердечным другом, который будет и любить, и заботиться. И вы, мои хорошие девочки, будете и любить, и доверять, и счастье от этого человека получать. Вот чтобы вы понимали. Зачем вы зашли на эту отсыпку? А для того, чтобы жить. Жить полноценной жизнью. Услышать этот совет, да, общаться, встречаться, разговаривать, активничать и жить. Вот у вас есть какой-то пунктик в голове. Пунктик страха. Страха за приличие, либо, не знаю, какая-то мораль у вас завышенная. Это не ваш пунктик. Его, вернее, в вашу голову кто-то вот вложил. Вложил, еще-то гвоздями вбил, чтобы так надежненько было. Избавляйтесь от этого. Приличие
и общительность – это совершенно разные вещи. И если у вас будет много знакомых мужчин, с кем вы будете общаться, дружить, ничего плохого в этом нет, и это не делает вас ветреной женщиной. Поэтому, мои хорошие девочки, занимайтесь собой, цветите, и счастье в вашей жизни будет. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.